Владимир Путин думает о пенсионной реформе и как остинские болельщики будут поддерживать Мурата Гасиева. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И главные темы выпуска. До главного боя этого лета остается один день. Завтра в спорткомплексе «Олимпийский» встретятся Мурат Гасиев и Александр Усик. Сотни остинских болельщиков из Северной и Южной Осетии отправились в столицу болеть за земляка. Высокотехнологичная помощь пришла и в районы республики. В центральной больнице Ильхотова появился флюорограф. Раньше жителям района приходилось ездить во Владикавказ, Ардон или Беслан. Шах и мат. С нового учебного года в школах Северной Осетии будут обучать игре в шахматы. Появление нового предмета дополнительно ориентировано на интеллектуальное развитие молодежи. Окончательного решения об изменении пенсионной системы в России пока нет. Об этом сегодня во время встречи с волонтерами на стадионе Калининград заявил Владимир Путин. Глава государства впервые прокомментировал готовящиеся изменения в пенсионной системе. Президент отметил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста. В то же время Владимир Путин подчеркнул, что без изменения пенсионного законодательства количество работающих россиян быстро сравняется с числом неработающих. Если совсем ничего не делать, то есть опасность для того, чтобы в пенсионной системе или для бюджета могут наступить тяжелые последствия, из-за которых доходы пенсионеров всегда будут низкими. Поэтому решения по изменению пенсионной системы должны приниматься с учетом возможностей экономики страны, уверен президент. Владимир Путин пообещал, что власти взвесят все и отнесутся к изменениям в пенсионном законодательстве самым серьезным образом, прежде всего, чтобы обеспечить интересы граждан на длительную перспективу, чтобы у них была стабильная и надежная ситуация и в экономике, и в том числе в пенсионной системе, подчеркнул глава государства. Чуть больше суток остается до главного поединка этого года. Завтра в спорткомплексе «Олимпийский» встретятся россиянин Мурат Гасиев и украинец Александр Усик. Этого поединка ждут не только в Осетии и России. За боем будут следить по всему миру. Встреча запланирована примерно на 23 часа по Москве. Транслировать ее будут на телеканале «Матч». Это первый бой в истории российского бокса, когда на кону сразу 4 пояса. В столицу отправились сотни остинских болельщиков. Все они будут поддерживать нашего земляка Мурата Гасиева. Перед боем они планируют исполнить героическую остинскую песню. За всем происходящим следит наша съемочная группа. И сейчас на связь со студией выходит мой коллега Тимур Козырев. Он уже готов рассказать о последних приготовлениях к бою. Тимур, тебе слово. Добрый вечер, Лена. Да, все мы действительно замерли в ожидании этого грандиознейшего события. Буквально пару часов назад у кинотеатра «Россия» закончилось традиционное взвешивание перед финалом всемирной боксерской суперсерии, в которой Мурат Гасиев из России встретится с Александром Усиком из Украины. Еще не прошли эмоции от последнего чемпионата мира, на котором наши участники, наши земляки проявили себя с наилучшей стороны. Как снова наш парень из Осетии окрашивает всю Россию и Москву в цвета осетинского флага. Мнения болельщиков, мнения экспертов расходятся, и никто точно не может сказать, кто же будет победителем этого финала, в котором разыгрывается сразу 4 пояса. Первый раз в истории России, в истории российского бокса, парень из России будет участвовать в титульном бое, в котором разыгрывается сразу 4 пояса. Кто победит и когда закончится бой, на каком раунде, никто не знает, но мы можем спросить у одного из ребят, который приехал из Осетии для того, чтобы болеть за Мурата. Представься, пожалуйста. Меня зовут Зуцев Мимбалат. Я приехал специально на бой Мурата. Как думаешь, кто победит? Все мы знаем, что бокс – это непредсказуемый вид спорта, поэтому даже боксеры сами утверждают, что бой может для них в любую секунду закончиться, так как это первый тяжелый вес, и тут решают доли секунды буквально. Эксперты же считают, что если бой продлится все 12 раундов, то больше шансов у Александра Усика. Если же это будет досрочная победа, то больше шансов у Мурата. Мы будем надеяться на то, что это будет досрочная победа. Да, мы надеемся, что десант болельщиков, который подготовил сюрприз, поможет нашему бойцу, и вся Осетия будет праздновать. И как всегда будет Ирод Таражма, да? Конечно, конечно. Большое спасибо.
А я хочу сказать, что эмоции все больше и больше, страсти накаляются вокруг этого боя. Знаете, спорткомплекс «Олимпийский» будет полон наших болельщиков. И час Х приближается. 21 июля в спорткомплексе «Олимпийский» встретятся наш земляк Мурат Гассиев с Александром Усиком из Украины. Это мощнейшая афиша. Это главное событие века. И мы будем за ним следить. Студия. Спасибо, Тимур. Мы надеемся, что наш земляк Мурат Гассиев не подведет и приедет на родину только с победой. Поддерживает Мурата Гассиева и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он пожелал удачи боксеру, отметил, что каждая победа Мурата – это настоящий праздник для всей республики. Вячеслав Битаров уверен, что и в этот раз чемпион порадует своих земляков. Дорогой Мурат, в твоей спортивной карьере наступил новый важный этап – бой за звание абсолютного чемпиона. Зная тебя, мы уверены, ты основательно готовился к этому поединку и ждем, что тебе удастся еще раз в полной мере проявить себя и показать свой лучший бокс. Нам известна твоя стойкость и решимость биться до конца. А с другой стороны, великодушие и благородство. Каждая твоя победа – это всегда праздник для Осетии, всего нашего народа. Мы верим в тебя, болеем за тебя, гордимся тобой и желаем тебе победы в этом поединке. Болельщики Северной Осетии продолжают выезжать в Москву на бой Мурата Гассиева. Еще одна делегация сегодня отправилась из Чекалы. Это около 60 болельщиков. Молодых людей в путь отправляли старшие. Около районной администрации прозвучали слова напутствия. Дети станцевали народные танцы. На каждом участке делегации была специальная буква. Если ребята встанут в ряд, то получится два слова «Иравский район». Молодежь увезет с собой национальные флаги. Помочь воплотить мечту многих ребят помог меценат Батрас Хидиров. Он отметил, что это самый массовый выезд молодежи из Иравского района. Жители Ильхотова до сих пор не могут поверить, что и до них дошла высокотехнологичная медицинская помощь. Раньше сельчанам приходилось ездить в соседние районы республики, чтобы пройти диагностику. Еще один подарок для ильхотовцев – ремонт больницы. В некоторых отделениях его не делали более 30 лет. Обо всем подробнее в материале Берты Биджеловой. Виктория Марзоева закончила школу и собирается продолжить обучение. Для поступления ей необходима медицинская справка об обязательном прохождении флюорографии. Ее мама Людмила радуется, что девочку не пришлось везти во Владикавказ, Беслан или Ардон для прохождения процедуры. О том, что в их районной больнице появился свой флюорограф, семья узнала буквально сегодня. Дочке понадобилась справку для поступления, вот поэтому нам понадобилась флюорография. То, что нам далеко не надо было ехать, большое спасибо. Вот в Алагир ездила делать, в Ардон ездила делать, а сейчас уже никуда не надо было поехать. Цифровой флюорограф отвечает всем современным медицинским требованиям. Он способен обслуживать за час около 30 пациентов. Появился он здесь благодаря совместным усилиям Министерства здравоохранения республики и руководства больницы. По словам министра Михаила Ратманова, флюорографа в районе не было 5 лет. Жителям приходилось ездить в соседние районы или в столицу республики. Теперь жители района, одного из больших районов, не будут ездить ни в Ардон, ни в Беслан, ни во Владикавказ для прохождения такой, будем говорить, обычной процедуры, как флюорография. В центральной районной больнице появился не только флюорограф, но и новый лифт. По словам медперсонала и больных, в нем здесь также была острая необходимость. Практически все основные необходимые реанимации, операционный блок, УЗИ-исследования, тот же самый рентгеноисследование для больных, они у меня сосредоточены на втором этаже. И приходилось этих больных на носилках, по лестницам, как-то еле-еле поднимать. Если это ДТП, если это какое-то экстренное, тяжелое состояние, их всех транспортировали по лестнице на руках, на носилках. Под страхом, как говорится, не дай бог, кто-то оступится. Все 4 лифта в учреждении нуждались в ремонте. Средств пока хватило на ремонт одного из них, ближайшего к операционному блоку и реанимационному отделению. Если раньше тяжело больных приходилось вручную поднимать в операционное отделение по лестнице, то сейчас одно нажатие кнопки, и мы на нужном этаже. И что немаловажно, без риска для жизни пациентов.
Это не последние позитивные изменения в больнице. Ремонта в некоторых отделениях не было со времени ее основания, с 1982 года. По словам главврача учреждения Таймураза Маргоева, проектно-сметная документация уже составлена. Уже этой осенью приступят к ремонтным работам в приемном отделении и других нуждающихся в реставрации коридорах и палатах больницы. Берта Биджелова, Чермен Цураев, Новости Осетии. Одно из приоритетных направлений, которое активно поддерживает как федеральное, так и республиканское правительство – развитие сельского хозяйства. Для фермеров разрабатывают различные программы поддержки, чаще всего в виде грантов. В прошлом году на это было выделено около 60 миллионов рублей. На каждую поддержку со стороны государства могут рассчитывать сельхозпроизводители в этом году. Моя коллега расскажет об этом подробнее. У меня в студии Генрета Албегова, и ей слово. Сельское хозяйство действительно одно из важнейших направлений в республике, на которое нужно обратить большое внимание. Об этом не раз говорил и глава республики. Да и на самом деле перспективу этого направления в Осетии много. Давайте посмотрим, какие сегодня есть возможности у сельхозтоваропроизводителей. В первую очередь это гранты. Но как еще можно начать свое дело, если не с поддержкой государства? А власти такую возможность дают. В этом году Северная Осетия получит 21 миллион рублей для начинающих фермеров. Свои заявки подали 25 человек. Проекты у всех разные. Это и развитие животноводства, строительство теплиц и рыбоводства. Условия тоже выгодные – 90/10. То есть 90% составляет грант, а 10% – это собственные средства. Сельхозтоваропроизводители предложением довольны. По их словам, такая поддержка позволит начать свое дело. В первую очередь я хочу поблагодарить всех, как сказать, за эту государственную действительно поддержку, то, что у нас есть какая-то помощь. Мы надеемся, что нам помогут, очень надеемся и хотим дальше развиваться. Средства выделяются на то, чтобы развести там коров, допустим, будут работники. И реализовать хотим сыром, молоком, как получится. Поддерживают не только новичков, для семейных ферм тоже есть предложение, но немного на других условиях – 60/40. 60% выделяет государство и 40% фермер вкладывает сам. Здесь уже суммы гораздо больше. Заявки подали 12 человек, а общая сумма, которую между ними распределяют – 98 миллионов рублей. В основном это фермеры, которые планируют расширить уже действующие животноводческие хозяйства и молочные производства. Есть даже такие, которые открыли свое дело за счет поддержки для начинающих фермеров, а сегодня уже претендуют на семейный грант. В данный момент у нас поголовье 70 коров. Мы сдаем молоко сюда, во Владикавказ, молоко Осетия. Благо, они открылись в 2013 году, и с тех пор мы с ними работаем. И, естественно, наша работа, уже как с ними начали работать, легче движется лучше. Сейчас мы подали документы на семейный грант молоко. Надеемся, что мы пройдем по конкурсу. Планируем мы закупить 100 голов красностепных нителей. 13 миллионов, из них 6 свои средства, 8 запросили. В приоритете также фермеры, которые планируют развивать животноводство в горах. Для них тоже предусмотрены гранты. Но тут государство решило перестраховаться. Чтобы не было нарушений при использовании средств, немного изменили правила. Теперь процедура такова. Государство выделяет деньги на закуп скота, а фермер должен со своего счета заключить договор, перечислить свои собственные средства, и только после этого он получит выделенный грант. Мы хотели на стадии выделения сделать такой финансовый контроль, чтобы люди не ошиблись, и не как за 17 год было возбуждено 13 уголовных дел. То есть мы считаем так, мы должны так подготовиться сейчас к правилам, что практически их контролировать не надо будет. То есть у них не будет варианта не решить те вопросы, которые ставят перед ним правила и федеральный закон. Есть
еще одно новшество. В этом году в Минсельхозе Республики отказались выделять гранты на строительство, ремонт и реконструкцию животноводческих помещений. Причину объясняют просто. В Северной Осетии более 50 тысяч скотомест пустуют. Специалисты считают целесообразным заполнить существующие, а не создавать новые. Словом, самое время работать. Спасибо, Белла. Мы продолжаем наш выпуск. И переходим к нашей ежедневной рубрике «Темы». Мы рассказываем о самых актуальных обсуждаемых в СМИ. Моя коллега Белла Бекоева сделала подборку главных тем этого дня и уже готова ими поделиться. Белла, тебе слово. Здравствуй, Елена. Чиновник Минобороны Куксин арестован по делу о взятке в 11 миллионов рублей. А в Минфине появится департамент по противодействию санкциям. О самых актуальных новостях прямо сейчас. Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Минфине департамента по противодействию санкциям в отношении России и российских юридических лиц. Документ опубликован на портале правовой информации. Он дает Министерству финансов право увеличить численность департаментов с нынешних 24 до 25. Таким образом, Министерство получит полномочия взаимодействовать с иностранными госорганами и международными организациями по вопросам финансовых ограничений. Отметим, отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве, ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. В Головном институте Роскосмоса проходят обыски. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил оказывать следствию максимальное содействие. Известно, что нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли подозревают в сливе российских секретов за рубеж. По данным газеты «Коммерсант», обыски начались сегодня утром. Мероприятие проводится в рамках расследования дела о государственной измене. Источники издания заявили, что спецслужбы проверяют десяток людей из отрасли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. За рубеж утекли секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука. Директор Департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максим Куксин подозревается в получении взятки. Он арестован по решению суда до 17 сентября. Пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова сообщила Интерфаксу, что следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 миллионов рублей в качестве взятки. Если его вина будет доказана, чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны, с 2005 по 2014 годы Куксин замещал руководящие должности в коммерческих структурах. До 2016 года он возглавлял управление военно-экономического анализа, государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Директором Департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Куксина назначили в июле 2017 года. Елена, на этом у меня все. Будем дальше следить за развитием событий в стране. Спасибо, Белла. Ну а мы продолжаем наш выпуск. Не успев порадовать всех своей красотой, мост на улице Чкалова лишился одного из элементов ажурной ограды. Часть перил похитили неизвестные воры. Префектура Правобережного района направила соответствующее заявление в полицию. Сейчас стражи порядка ищут преступников. В случае, если их обнаружат, им грозит штраф или более суровое наказание. По словам первого заместителя префекта Правобережного района города, элемент моста будет восстановлен до конца следующей недели. Это буквально случилось 2-3 дня назад. Мы обнаружили это, обратились в полицию промышленного района, тоже пообещали поучаствовать по местам, где собирают металлолом. Если повезет, то мы его, если найдем, конечно, силами префектуры мы это восстановим. Уже больше 50 лет во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Праздник проводится по решению Всемирной шахматной федерации. Этот вид спорта зародился еще в Древней Индии. В V веке там появилась предшественница шахмат – игра чатуранга. В России почти в каждом городе есть клуб, в котором собираются почитатели этого вида спорта. Развитию шахмат и в нашей республике уделяют особое внимание. Сегодня они также востребованы, как и раньше. Уже с 1 сентября во всех школах Северной Осетии школьников начнут обучать этой игре. Проводить урок один раз в неделю будут в рамках одного из 3 уроков физкультуры. Идея принадлежит главе Северной Осетии Вячеславу Битарову. В Министерстве образования республики уже подготовили соответствующую программу. Я бы хотел сказать, что шахматы – это такая важная часть жизни общества. Они развивают и аналитический склад ума, логический склад ума, интуицию. И необыкновенно хороши в обучении детей. Они также полезны, как математика,
в обучении детей. Но в отличие от математики, шахматы в игровой форме все-таки подаются, и поэтому дети с большим удовольствием воспринимают шахматы, нежели просто математику. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.